Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Сегодня мы продолжим осмотр помещений второго этажа Бахчисарайского ханского дворца. И если в прошлой серии это были просторные залы ханских аудиенций, то теперь мы направимся коридорами Хан-сарая далее, в те комнаты, где некогда жили повелители Крыма. Как уже говорилось, ханский дворец был домом, в котором обитала ханская семья. Но важно учесть, что этот дом был не личной собственностью кого-либо из ханов, а династической резиденцией. Это означало, что каждый хан поселялся в хан-сарае лишь на то время, в протяжении которого пребывал у власти. До того момента любой кандидат в ханы проживал в своем собственном жилище, которое могло располагаться где-нибудь в Крыму, на Кавказе, при Черноморских степях, либо в Османской империи. Если он затем становился ханом, то перебирался сюда, в Бахчисарайский дворец, вместе со всею своею семьей, прислугой и свитой. Если же впоследствии по тем или иным причинам хан терял власть, то он возвращался обратно в свое имение, а в опустевшие комнаты хан-сарая заселялся его преемник. Число свиты, которую привозил с собой во дворец новый хан, могло достигать 1500 человек. И можно представить, что подобный переезд был весьма хлопотным делом. Ну вот, наконец, мы вступаем в ханские комнаты. Давайте внимательно рассмотрим их. В каждом из этих помещений можно видеть наборные расписные потолки. Их узоры в каждой комнате разные, а в центре потолков размещены резные плафоны для светильников. Разнообразием отличаются и цветные витражи в окнах. Красные, синие, зеленые стекла в неповторимых комбинациях создают приятный для глаза калейдоскоп орнаментов. В большинстве комнат сохранились камины. Каждый из них тоже уникален и не повторяет соседнего. В зимнее время в эти каминные ниши ставились мангалы, медные или бронзовые сосуды с крышкой, куда засыпался горячий уголь. Такой способ обогрева не мог сильно нагреть воздух в помещении, однако вполне успешно спасал от холода и был в Крыму общепринят. Точно таким же образом мангалами обогревались верхние этажи и во многих других крымских жилищах. Самый интересный камин – это, пожалуй, тот, который стоит в одной из комнат у выхода в залы аудиенции. При нем сохранилась мраморная доска и встроенные полочки. В этой же комнате можно видеть и старинный стенной шкаф с росписями на дверцах. Вполне естественно возникает вопрос, каково же было предназначение каждой из этих комнат. Ответ на него не так прост, ведь с ханских времен жилые покои ханского дворца неоднократно перестраивались и переделывались, и их нынешний облик сильно отличается от первоначального. Центральным помещением ханских жилых покоев является этот просторный зал. Его принято называть ханской столовой. С улицы сюда ведут сразу две лестницы, одна от центрального входа во дворец, а вторая от кухонного дворика.
Это была своего рода гостиная, в которой ханы могли устраивать неофициальные приемы для своих высокопоставленных дворян, родственников и гостей. Такие приемы начинались обычно после вечернего намаза и порою заканчивались около полуночи. Слуги расставляли блюда на 2 круглых столах, один из которых предназначался для гостей, а второй исключительно для хана, который, как правило, ел один. Иногда, в знак особого уважения, он мог пригласить к себе за стол кого-либо из своих братьев, либо других родичей, если они в тот момент гостили во дворце. Двери из ханской столовой открываются сразу в 3 стороны, позволяя выйти отсюда в любой уголок жилых покоев. Если правитель желал, например, переговорить с кем-либо из своих гостей в тишине и наедине, он мог пригласить его в эту комнату. Говорили, что ханы допускали в нее лишь наиболее доверенных лиц. В наши дни в этой комнате, как и в других жилых покоях дворца, размещена музейная экспозиция, что рассказывает об этнографии крымских татар. Сейчас, в зимний период, большинство ее экспонатов находятся на реставрации, но к летнему сезону они вернутся в витрины, и в будущем мы еще придем сюда поговорить о них подробнее. Из этой комнаты тихих бесед можно было выйти на балкончик с диванами вдоль стенок и с мягким ковром на полу. Старожилы Бахчисарая уверяли, что правители Крыма любовались отсюда состязаниями наездников, которые устраивались на центральной дворцовой площади. Следующее небольшое помещение называлось ханской цирюльней. Здесь располагались умывальник и купальня, которые уже давно разобраны без следа. Последним напоминанием о предназначении этой комнаты до начала XX века оставался вышитый нагрудник, которым ханские цирюльники укрывали своего повелителя во время бритья. Но к нашему времени исчез и он. Следуя далее, мы проходим через помещения, прежнее предназначение которых в точности еще не выяснено. Высказывалось мнение, что тут находилась ханская спальня, но больше данных все-таки в пользу того, что ханы спали в другом помещении на противоположной стороне корпуса. Войдя в эту спальню, мы вновь увидим украшения, характерные для ханской эпохи – витражи, камин, резной потолок. Однако ханского ложа здесь уже давно нет. Дело в том, что спустя 4 года после падения Крымского ханства это помещение, как и все прочие жилые покои ханского дворца, было основательно перестроено к приезду Екатерины II. Императрица побывала в Бахчисарае в мае 1787 года, путешествуя по своим новым южным колониям. Задолго до этого князь Потемкин начал готовить дворец к ее приезду. После последних событий, ввода русских войск, гражданской войны, отречения хана и прочих потрясений, дворец стоял опустевшим, тем более, что хан Шахин-Герай, навсегда покидая Бахчисарай, увез с собою и большую часть дворцовой утвари. Потемкин развернул активную деятельность. По его поручению в ханском дворце приготовили апартаменты для Екатерины и ее свиты. Комнаты были перепланированы и существенно переделаны. Этот поспешный ремонт сильно изменил облик помещений. Как высказался об этом впоследствии маркиз Габриэль де Кастельно, во времена ханов эта часть дворца была, должно быть, великолепна. Но императрицы хотели угодить искажением восточного стиля и из прекрасных покоев сделали карикатуру, смешав стиль азиатский и европейский.
Ложе для царицы устроили в ханской спальне, поставив здесь специально выписанную из России кровать. Екатерина провела во дворце 3 дня. Она даже взялась было писать стихи на французском языке о своем пребывании тут. На ложе ханском, на подушках набивных, в киоске золотом, среди окон резных. Однако оставила стихотворение недописанным, отправилась дальше в Севастополь и больше в Бахчисарай не приезжала. В память о царском визите в городе осталось 2 сооружения. Первым стала не сохранившаяся до наших дней каменная арка на въезде в Бахчисарай, а вторым – верстовой столб у самого въезда во дворец с надписью на 2 языках – русском и крымско-татарском. А еще одним памятником пребыванию императрицы надолго стала считаться сама ханская спальня с кроватью, переименованная в Екатерининскую комнату. Впоследствии, во время Крымской войны, большая часть потемкинской мебели и других предметов прежней обстановки исчезла из хансарая. Наиболее дотошные гости дворца даже начали сомневаться, действительно ли та кровать, которую им показывают как екатерининскую, является подлинной. Кровать, по всей вероятности, сделана в Симферополе и не считает своего возраста десятками лет, писал в 1872 году крымовед Евгений Марков. Этот предмет мебели и сейчас хранится в фондохранилищах Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Марков может показаться излишне скептичен, однако тот, кто разбирается в искусстве, действительно заметит разницу между сохранившимися во дворце настоящими екатерининскими шкафами, украшенными затейливой резьбой в стиле рококо, и простыми формами этой кровати, которые тяготеют скорее к классицизму, то есть к стилю более позднего времени. Словом, вопрос о подлинности этого ложа является еще одной из тех любопытных загадок, которые предлагает специалистам история Хансарая. После Екатерины в этих комнатах останавливались многие из российских императоров. Никто из них, правда, не дерзнул возлечь на Екатерининское ложе. Например, Александр I поселился в той другой комнате, которую тоже считали ханской спальней. Николай I в корпусе дворцовой стражи. Ханский салон для близких друзей стал называться комнатой наследника, потому что в ней поселился наследник престола, будущий Александр II. Многие годы на стенах этих помещений сохранялись даже царские карандашные автографы, которые были стерты или закрашены после революции. Эти автографы далеко не единственные утраты в здешних стенах. Приезд каждого очередного императора, как правило, сопровождался очередными перестройками и переделками, которые нередко проводились очень неумело и грубо. Цари гневались на искажение восточной экзотики, насладиться которой они пребывали в Бахчисарай, но помочь обезображенному памятнику это уже не могло. Жилые покои ханского дворца так и не превратились в Петербург, зато утратили многое из того, что было присуще Бахчисараю. Многое, но далеко не все. Ведь даже после множества поздних переделок жилые покои Бахчисарайского дворца все еще хранят колорит ханского дома и помнят шаги всех своих хозяев и всех гостей, которые когда-либо вступали под эти своды.